Здравствуйте! В эфире программа «Вести интервью». У нас сегодня очень интересный гость. Заслуженный артист России, преподаватель-репетитор Большого театра, обладатель театральной премии «Золотая маска» Ян Годовский. Ян, здравствуйте! Здравствуйте! Репертуар артиста состоит из десятков партий в балетах как классических, так и авангардных. «Щелкунчик», «Корсарь», «Дочь фараона», «Пассакалья», «Заклятие дома Эшеров», «Спартак», «Милосердные», «Палата номер 6» и многие другие. Заслуженный артист России, дипломант фестиваля «Бенуа де ла Данс», обладатель приза журнала «Балет. Душа танца» в номинации «Звезда», обладатель театральной премии «Золотая маска», ведущий солист Большого. Сейчас Ян Годовский является балетмейстером, репетитором театра. У меня такой к вам вопрос. Большой театр ассоциируется в первую очередь с балетом классическим, с русским классическим балетом. Но вы неоднократно высказывались в своей любви к неканоническим постановкам, к балету современному. У вас у самого очень богатый опыт работы в таких спектаклях. Поделитесь впечатлениями, что такие спектакли дают артисту, танцовщику. Ну, на мой взгляд, любая новая работа любому танцовщику, который пришел в это искусство что-то сказать, она в любом случае интересна, и любые вещи, которые до него не были сказаны кем-то еще, это всегда какая-то возможность, ну, как-то, во-первых, себя проявить, во-вторых, попробовать что-то, что никто до тебя не делал, и, может быть, задать какую-то новую планку и в исполнительском искусстве, и, может быть, открыть какие-то новые жанры в этом, да, что-то такое, изобрести, да, в хорошем смысле. Вот. Хотя изобрести, конечно, достаточно сложно в современном мире что-то, но тем не менее. Вот. И поэтому, конечно, любому танцовщику это интересно. И, на мой взгляд, современная хореография очень во многом дает шансы раскрыться каким-то твоим возможностям в классическом танце, потому что она дает по-другому почувствовать тело, по-другому почувствовать свои мышцы, как ты ими можешь работать, и, используя опыт, набранный в работе в современной хореографии, использовать его в классическом наследии. А подскажите, пожалуйста, балет меняется, а с чем это связано? Это меняются требования к сценографии, меняются какие-то эстетические пристрастия, возможно, изменилась физика танцоров. Это как-то влияет на изменение балета? Ну, на мой взгляд, танцовщики поменялись достаточно давно. Вот если вспомнить там Александра Годунова, который был высокий, да, и много высоких танцовщиков было в любое время, на мой взгляд, и балерины тоже были, и такие миниатюрные, как Екатерина Сергеевна, например, да, ну и были крупные, такие масштабные балерины, как Майя Михайловна, всем известная и так далее, вот. И как бы эти люди все, на мой взгляд, зависело не от того, насколько они большие, или это уровень таланта, уровень харизмы и возможность как бы держать зрителя и наполнять те роли, которые они исполняют, каким-то внутренним содержанием. И это самое главное. А балет, на мой взгляд, меняется. Ну, во-первых, жизнь меняется, все стало гораздо быстрее, восприятие стало быстрее, посыл информации стал гораздо быстрее, да, даже за последние там 15-20 лет все очень сильно ускорилось. Поэтому и современному зрителю, чтобы соответствовать уровню его восприятия, естественно, и искусство, и вообще театр любой, и драматический, и балетный, и пластический, любой театр, мне кажется, он требует каких-то изменений и в визуальных эффектах, и действительно в каком-то физическом выражении, да, потому что, естественно, все танцовщики с каждым годом становятся все более техничными, все более, ну, как бы спорт тоже сюда вносит свои какие-то коррективы, потому что все хотят выше прыгнуть, я не знаю, выше поднять ногу, сделать эффектный трюк и так далее, и так далее. Все это наращивается. Плюс еще и внешняя эстетика все время увеличивается, да, то есть чем длиннее ноги, руки и тело, и чем интереснее оно работает, тем это всем становится интереснее, и визуальный эффект, конечно, соответствующий. Вот, поэтому в зависимости от этого, от того, как меняется восприятие людей и, соответственно, тех хореографов, которые ставят новые спектакли, от этого как бы все это начинает двигаться, и одно другому как бы подстегивает одно другое. У вас богатейший опыт танцовщика, и мне кажется, он очень интересно у вас трансформировался в интересный опыт работы в постановках. У вас была совместная работа с Алексеем Ратманским, например. Возможно, еще какие-то интересные постановки? Алексей, как бы, да, мы с ним работали, и сначала я работал с ним как исполнитель, в некоторых его спектаклях, которые он ставил и у нас в театре, и потом, который переносил из других театров, где-то он поставил, и в театр к нам переносил. Вот. И благодаря во многом Алексею я как бы перешел на какую-то возможность вот этого ассистирования балетмейстера. Он мне как бы
эту дорожку как бы показал, говорит, вот хочет попробовать. И я с удовольствием согласился, потому что мне всегда было это интересно. Благодаря этому появился опыт работы с многими выдающимися, я считаю, балетмейстерами современности и вообще этого прошлого века и этого века, потому что ну, работа с Роланом Петти, Джоном Наймайером там, или с Мацеком, да, Жан-Кристоф Майо, вот, несколько лет назад делал у нас спектакль. Да, конечно, очень интересно все, потому что восприятие этих людей, этого искусства, этого мира, и как они пытаются это все показать, рассказать, как они это чувствуют, как они это преподносят, это всегда, конечно, очень интересно, и ты по-другому на это начинаешь смотреть, и ты можешь тем людям, которые приходят в театр уже после того, как это все состоялось у нас в театре, ты можешь им как-то это рассказать и преподать совсем по-другому, и как бы заинтересовать этих молодых людей, которые приходят в это искусство и как бы ищут для себя что-то новое. Вы уже 10 лет, наверное, больше репетиторствуете, обучаете молодых артистов. Всегда ли для хорошего танцовщика, имеющего большую оттанцованную базу, это логический следующий шаг? Все ли хорошие танцовщики могут стать хорошими преподавателями? Душа лежит, и как бы тебе это интересно, ты продолжаешь этим заниматься. Неинтересно, как бы ты не продолжаешь. Тут многие же уходят из этой профессии и как бы с удовольствием занимаются не педагогической деятельностью, а какой-то организационной деятельностью или административной деятельностью, или просто занимаются как бы рекламой, да, балеты, и там как бы всех своя стезя. Многие хорошие танцовщики являются очень хорошими педагогами, и с ними интересно работать, и слава богу, у меня тоже получилось так в театре, что я с многими великими пересекся. Ян, насколько я понимаю, вы человек очень любопытный к новому опыту, и поэтому я хочу спросить у вас вот о чем. В 2016 году вышел фильм Анны Матисон о балете «После тебя» с Безруковым в главной роли, и вы в нем принимали участие. Это фильм о сложной судьбе гениального танцовщика, который после травмы оказывается в провинции, немножко на обочине. То есть в каком качестве вы там участвовали? Почему это было вам интересно? Ну, так получилось, что балетмейстер, который ставил хореографию для Сергея и для человека, который помогал ему как бы исполнять танцовщика, да, как бы его был как бы дублером, скажем так. Вот. Это был Раду Поклитару, балетмейстер, с которым мы очень много сотрудничали. И в 2003 году мы с ним встретились, он наставил балет «Ромео и Джульетту». И он мне позвонил, просто говорит, вот у меня такая есть история, снимаем фильм туда-сюда, вот мне нужен помощник, ты не можешь прийти мне помочь. Я говорю, ну давай с удовольствием, конечно. И получилось так, что на съемках я уже познакомился с Сергеем Безруковым, Раду поставил номер, потом уехал, и мне пришлось как бы вот с Сергеем это дело как-то осваивать. Вот. Это был очень интересный процесс, потому что Сережа как бы драматический артист, и, естественно, он не знаком настолько глубоко, да, с искусством танца, ну, я имею в виду, да, с классическим танцем и так далее. Вот. Но номер там был современный, и что меня очень порадовало, Сергей потрясающе двигался вообще, он действительно очень координированно, очень интересно воспринимал, во-первых, движение очень интересно, и очень быстро хватал, и с ним было очень легко как бы вот в процессе. То есть я понимал, что ему объяснять немного надо, да, то есть ему скажешь, он раз делает. И он иногда фокусировался и воспринимал информацию иногда быстрее, чем некоторые люди, которые, ну, для которых это является профессией. На мой взгляд, был очень убедителен. Но кинотема балета вас заинтересовала, поскольку в «Большом» вы тоже поучаствовали. Ну, я поучаствовал, да, в одном фрагменте «Николя Ляриш дает класс». Вот, а мы с ним немножко были знакомы. Я зашел, мы с ним о чем-то поговорили, обсудили какие-то роли, которые мы оказались с ним вместе танцевали. И что-то так получилось, что он мне говорит, ну давай вставай, говорит, тоже снимешься вот здесь, встань. И мы с ним, я станок делал, он давал класс, я делал станок. Ну как-то так оно само по себе как-то, да. Ну, это было забавно. Ну и как бы я тоже видел этот процесс, это как они на сцене снимали эти спектакли, все это как бы на наших глазах было. В Чебоксарах Ян Годовский уже бывал. Выступал на сцене Чувашского театра оперы и балета в качестве гостя Международного балетного фестиваля. На этот раз уже педагог-репетитор Большого Годовский приехал по приглашению Министерства культуры республики. Балетмейстер побывал на репетициях труппы, познакомился с артистами балета, пообщался с педагогами и художественным руководителем балетной труппы театра. Посмотрел несколько спектаклей. В чести нашего театра надо сказать, что у нас за последние 2–2,5 года вышло 2 премьерных спектакля, причем абсолютные премьеры. Это и авторская музыка, да, и авторская хореография, сценография для регионального театра. Мне кажется, это подвиг. Но это вообще для любого театра, на мой взгляд, подвиг, потому что ну, в последнее время есть вот эта вот тенденция, да, там переделать «Лебединое», переделать «Жизель», переделать там какой-нибудь «Спартак» или еще что-то. Вот, а когда ставится спектакль, для него пишется отдельная музыка, ставится как бы отдельная специальная авторская хореография,
именно на этих танцовщиков, вот с этими людьми, которые как бы определенным образом воспринимают, плюс еще на сюжет национальный такой, да, вот, который окрашен каким-то этническим этим, это очень здорово. И, на мой взгляд, все театры, включая там самые великие, большие, малые и так далее, должны как бы, мне кажется, тянуться в эту сторону, потому что мы должны создавать свой пласт. То есть не пользоваться только тем, что там нам привозят, или то, что миллиард лет назад было поставлено, а создавать какую-то свою культурную среду и в ней воспитывать людей, потому что иначе оно как бы невозможно все время смотреть одни и те же спектакли, которые 10-20 лет назад были поставлены, мы их привозим, нам их привозят сюда, мы им привозим туда, и вот это вот все одно и то же. Но это как-то в какой-то момент, то есть это в какой-то момент интересно, там, увидеть каких-то новых исполнителей тех же ролей, но не постоянно. То есть все время надо как-то обновляться и что-то делать. И когда делаются авторские спектакли, мне кажется, это очень-очень здорово. То есть мы вполне можем гордиться тем, что вносим свою серьезную лепту в балет российский. Вполне. Спасибо вам большое за интервью. Надеемся увидеть вас еще раз. Приеду с удовольствием. Спасибо. Удачи. Спасибо. До свидания. Спасибо.